Плов чей? Узбекистана или Таджикистана? Таджикский. И это факт. Не хочу разногласия. Это разногласие было со стороны наших братьев-таджиков. Почему-то некоторые таджики хотят присвоить себе национальное блюдо Узбекистана. При этом многие таджики думают, что Бухара и Самарканд принадлежали таджикам. Я сам, когда... В итог, слово плов впервые упоминается в таджикской литературе еще в 9 веке в трудах Авиацина Абу Али ибн Сина. Встречается описание плов как лечебное блюдо, и это уже говорит о глубоком таджикское происхождение. В нашей стране никогда не было разногласия. Как мы можем пересвоить или переписывать то, что принадлежит исторически по факту нам? Вот плов исторически по факту принадлежит нам, как мы можем еще его присвоить или переписывать на себя? Оно и так по факту и наше. И остается. А про города Бухара и Самарканд, и мы до сих пор думаем, что это исторические земли, персо-таджикская цивилизация, персо-таджикские принадлежности. Бухара и Самарканд — это исконно таджикская персидская культура. В среднем веке там разговаривали на таджикском персидском языке. Это еще в 5 веке, в 6 веке. Родились и жили такие ученые, как персо-таджикский Аль-Бухари, Аль-Бируни, Абу Али ибн Сина, Рудаки, ну и остальные. Ибн Сина, хоть и был персом, он родился на территории Узбекистана. И поэтому у Узбекистана есть право присвоить эту историю к себе. Подожди. Что? Вы не имеете права присваивать исторический факт, то, что принадлежит таджикскому народу. Абу Али ибн Сина жил в 9 веке и 10 веке. А вы пришли в 15 и 16 веке. Узбеки, братья, вы пришли позже. Просто примите факт. И как вы в 15 и 16 веке как нация сформировались, да, при Шайбани хана, и до вторжения Шайбани хана в этих городах доминировали только оседлая персо-таджикских язычная культура, и которой принадлежала Ибн Сина. Вы относились к части кочевых туркоязычных племен Золотой Орды, и никакого отношения к Самарканду и Бухару вы не имеете. Говоря, это все равно сказать, что Наполеон немец, потому что Германия находится рядом с Францией, что ли? Но у вас во времена Ибн Сина не было в Средней Азии. Просто не существовало как нация во времена Ибн Сина. Ибн Сина жил в 9 и 10 веке, а вы пришли в 15 и 16 веке. Как ты заявляешь, брат мой, что ты имеешь право на Ибн Сину, потому что он родился на территории нынешнего Узбекистана, но в этих веках там только появились в 15 веке. А Ибн Сина жил за 500 лет до ваших появления. И самое важное, то, что мы все умма пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Я ни в коем случае не хочу никакого разногласия. Я уважаю таджиков. Так как ты говоришь, мы все умма Мухаммада, так как вы говорите, да, что мы все мусульмане, братья, так давайте, вроде бы в исламе брат у брата точно ничего не осваивает и ничего не искажает и ничего не переписывает на себя, да? Да, как одна умма. Так не будем украсть у друг друга, не будем пересвоивать у друг друга, и будем жить как умма Мухаммада. Саламу алейкум.